Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите в выпуске. Безопасный лед. Какую работу ведут в республике по обеспечению безопасности в период ледостава? Образование. Как работает этот национальный проект в Якутии? Подробный разбор темы. 4 месяца и уже тонут в заказах. Как бизнес-инкубатор помогает в республике местным предпринимателям. Большой визит. Депутат Госдумы Николай Валуев приехал в Якутск, обсуждает проблемы в области экологии. Прививочная кампания, посвящение в студенты, лыжные сборы. Обзор новостей Алданского района в конце выпуска. Какую ведут работу в республике по обеспечению безопасности в период ледостава? Как говорят спасатели, готовится множество совместных мероприятий с населением для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций в зимний период. Одно из них – это акция «Безопасный лед». Сюжет нашего корреспондента Сергея Михедова. Еще не окрепший лед не становится помехой для любителей рыбалки в Якутске. Бесстрашные рыбаки выходят на реку в надежде поймать свой первый зимний улов и игнорируют предупреждение МЧС. Сейчас поговорим нормально. На 203-м микрорайоне в Якутске сегодня днем мы насчитали около 20 человек. В основном рыбачат по одному, но кое-где встречаются группы по 2 и более рыбаков. Лед прозрачный, и даже несведущему человеку должно быть понятно, что здесь ходить опасно, не то что рыбачить. Для одного человека должна быть толщина льда не менее 10 сантиметров. Лед промерзает неравномерно. У берега он толще, к фарватеру там, где течение, он меньше, а там, где растительность и камыши, там вообще еще тоньше. Сейчас на реках и озерах наблюдается шуга. Полностью окрепшего льда для свободного, безопасного перемещения по водоемам в Якутске практически нет. Не первый год МЧС России по Якутии проводит масштабную акцию «Безопасный лед», в ходе которой людям объясняют основы поведения на водных объектах зимой. Вы посередине идете. Не страшно? А вдруг провалитесь? Мы знак не видели. Как не видели? Вон он стоит, хорошо написано «Выход на лед запрещен». Тут еще лед тонкий, да. Он, возможно, то, что провалиться. Маленький Памятку вам завал. дадим, правила поведения на льду. Это братик ваш, да? Да. Вы вот почитайте, ему тоже объясните, Да. то, что здесь небезопасно. Помимо разъяснения правил поведения на льду, сотрудники ГИМС замеряют и его толщину. Сегодня на озере Талом в Якутске толщина льда составляет всего 10 сантиметров. Свободно ходить здесь еще опасно, но на льду уже видны свежие следы от коньков. Структура льда, она такая, то потепление было до плюсовой градуса, она подтаивает, то резко замерзает. И вот Акция «Безопасный лед» будет проводиться в последнюю неделю каждого месяца на протяжении всей зимы. Сотрудники МЧС отмечают, живое общение – самая эффективная мера и помогает спасти множество людей. Главное, чтобы человек понял, жизнь у него одна, и рисковать ей ради улова или желания на несколько метров сократить путь как минимум глупо. Сергей Михедов, Джуластан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Что касается погоды, то в республике в последние дни отмечается потепление. По мнению специалистов Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в виде дождя и мокрого снега пришли вместе с западно-сибирскими циклонами. К примеру, в поселке Витим Ленского района температура воздуха поднялась до плюс 14, а в Якутске 17 октября температура составила плюс 2, что выше обычной нормы на 7 градусов. Сейчас температура постепенно понижается. Температура до четверга будет постепенно, ступенчато опускаться. Ночные, если будет облачность, будут достигать 50 градусов. При прояснении воздух будет выхолаживаться до 13-18 градусов со знаком минус. К другим новостям. До конца 2020 года на федеральных автодорогах появится сотовая связь. Минкомсвязи России объявила об открытии конкурсных отборов на обеспечение покрытия автомобильных дорог федерального значения сетями сотовой связи. В Якутии субсидии будут предоставлены для федеральных трасс Лена, Вилюй и Колыма.
В общей сложности на реализацию данных мер на территории республики будет выделено 3 миллиарда рублей. Деньги предусмотрены на затраты на строительство подъездных путей к объектам связи, на обеспечение объектов связи электрической энергии на постоянной схеме, также на строительство антенно-мачтовых сооружений. Согласно конкурсной документации, строительство базовых станций на протяжении федеральных дорог должно быть завершено до конца 2020 года. Показатели налога на прибыль организации в ближайшие годы будут снижены. Об этом сегодня сообщил министр финансов Якутии Валерий Жандоров на заседании правительства. Рассматривали проекты закона о госбюджете Якутии на 2020 и плановые 2021-2022 годы. Замедление темпов роста мировой экономики повлияет на экономику деятельности региональных экспортно-ориентированных предприятий, выпускающих экспортную продукцию на реализацию. Это, в свою очередь, и влияет на налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. В целом, доходы по налогообложению растут. В этом году они составили 109 миллиардов рублей, в следующем году вырастут до 110 миллиардов. Надо сказать, что проект рассматривается на основе того прогноза социально-экономического развития республики, традиционно, который на данный период формируется. И если смотреть с точки зрения параметров доходов, то на 2020 год он составляет 179 миллиардов, на 2021 год 187 миллиардов и на 2021 год 175 миллиардов по доходам. Дефицит мы планируем небольшой, это 990 миллионов рублей, соответственно, по всем остальным трехлетним годам расходы увеличены на 1 миллиард по сравнению с доходами. Татинский район с рабочим визитом посетили зампред правительства Кирилл Бычков и народный депутат Виктор Лебедев. Делегаты осмотрели и оценили степень готовности социальных объектов. В Татинском районе в этом году идет активное строительство по программе государственно-частного партнерства, а также по федеральным программам по переселению и дошкольному образованию. В этом году запланирован ввод сразу 4 объектов. Это 2 многоквартирных жилых дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и 2 здания для детских садов на 140 и 98 мест соответственно. Ряд объектов у нас сдается в ноябре, ряд объектов сдается в декабре, но степень готовности по ряду объектов пока вызывает опасения. И вот мы сейчас с коллегами из района, с Михаилом Михайловичем прошли по всем этим объектам, посмотрели с главой, отметили, где нужно добавить людей, где нужно качеству обратить особое внимание, где просто темпы, сроки не соответствуют графикам и нужно их нагонять. Поэтому здесь мы, в общем-то, сегодня все сами прошли, все эти объекты, каждый объект посмотрели. Они для нас очень важны и ответственны. В частности, вот этот вот детский садик на 98 мест должен быть сдан в этом году по федеральной программе. Поэтому сейчас мы вот прошли его целиком, фактически каждое помещение, отметили, что нужно сделать. И я надеюсь, что застройщик, ИСК «Союз», по-моему, компания называется, она также занимается строительством социальных объектов в Усть-Алданском районе. Вот. Я надеюсь, что они сейчас внимательно отнесутся к нашим поправкам, то, что мы их где-то скорректировали, ускорили, чтобы этот объект у нас был введен в срок и в качественном виде. Жители дома Наржарницкого, 38 в Якутске, продолжают жаловаться на работу управляющей компании «Юнион». Граждане обратились за помощью в нашу редакцию. Проблема в том, что теплосети в этом доме не были подготовлены к зиме и произошел прорыв. В ситуации разбиралась наш корреспондент Сусанна Рожина. Прорыв теплосети под домом Наржарницкого, 38, всерьез напугал жителей. Бдительные бабушки сразу позвонили во все инстанции, чтобы устранили течь. Да, «Юнион» уже нам надоело, девочки, писать каждый раз. Уже встала утром, подошла к окошку в первом этаже, езжу, смотрю, что такое пар с улицы, у меня квартира даже, пар. Я аж испугался, стала им звонить. Я говорю, что такое у меня, говорю, там в доме, у нас под домом-то, говорит, творится пар, даже на улице, никогда такого не было. Дом 1971 года постройки, и с момента ввода капитальный ремонт не производился. Система теплоснабжения изношена полностью и происходит постоянный прорыв труб. По графику данный дом стоит в очереди на капремонт аж в 2023 году. Мы обслуживаем, но у нас обслуживание только текущее, то есть это поддерживающий ремонт, и в тарифе, все это прописано как бы муниципальный тариф. Здесь конкретно нужно уже либо капиталить, либо дом сносить.
Управа строительного округа пошла навстречу жильцам и будет ходатайствовать в Департамент жилищных отношений, чтобы дом признали аварийным. По признанию дома аварийным мы отработаем, переговорим с Департаментом жилищных отношений. Сейчас бланки заявлений письменных переданы жильцам. В пятницу, 25 октября, они подойдут к нам в управу. Естественно, дом не попадает в список расселения второго этапа, и людям придется жить в таких условиях еще лет 10. И у нас не первая эта управляющая компания. И вот теперь такое безобразие. Они придут, посмотрят, ни обмотки, ничего. Это может стоять до глубокой осени, до зимы. При должном уходе дом, конечно, мог бы простоять еще несколько лет, но, как видно, хозяйство в запущенном состоянии, хотя жильцы исправно платят по тарифу. Сусанна Рожина, Джулус Иннокентьев, Якутск. Вернемся через паузу, 30 секунд. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Образование. Как работает этот национальный проект в республике? Подробный разбор темы. 4 месяца и уже тонут в заказах. Как бизнес-инкубатор в Якутске помогает местным предпринимателям. Большой визит. Депутат Госдумы Николай Валуев приехал в Якутск обсудить проблемы в области экологии. Прививочная кампания, посвящение в студенты, лыжные сборы, многое другое. Обзор новостей Алданского района в конце выпуска. Это Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаю выпуск. В Москве начал работу форум «Открытые инновации». Это уникальная международная дискуссионная площадка, объединяющая технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов, студентов, представителей власти и корпораций из разных стран мира и регионов страны. Что ждет Россию в ближайшем будущем и какие проекты больше всего заинтересовали зарубежных партнеров? Слово нашему корреспонденту в Москве Максиму Кардозу. Форум «Открытые инновации» стартовал. И, конечно же, это такое грандиозное мероприятие. Сегодня первый день. Он посвящен цифре и человеку. То есть сегодня обсуждаются те технологии, которые должны сделать нашу жизнь удобнее, более информационнее, более инновационнее. Ну и, конечно же, сюда приехало 11 тысяч участников из 90 различных стран. И эти люди хотят посмотреть на те технологии, которые предлагают наши российские ученые и разработчики. И очень приятно, что среди них есть и якутяне, это резиденты IT-парка Якутия, технопарка Якутия. И 8 компаний привезли сюда свою также продукцию. Наверное, самые интересные здесь варианты – это такой спасательно-поисковый комплекс «Находка». Он помогает находить людей в лесу. И давайте послушаем, что говорят разработчики. Выезжают спасатели на территорию, где потерялись люди, и расставляют маяки. То есть эти маяки работают друг от друга путем передачи ретрансляции, то есть и координаты свои. То есть в условном месте, где потерялись люди, расставляются маяки, и значит, они издают световые и звуковые сигналы на расстоянии до 2,5 километров, в зависимости от густого леса и так далее, да, то есть, вот, собственно, маяк, он разработан на инстинкте самосохранения самого человека, который потерялся, то есть он слышит звук и сам выходит на маяк, то есть когда он выходит на маяк, читает записку, например, Мария Ивановна, вас уже ищут, нажмите кнопку СОС и ждите спасателей. Также сегодня состоялось подписание плана годового между технопарком Якутия и Сколково. Это список тех мероприятий, которые будут проводиться в течение года. И также здесь говорили о том, что наши резиденты технопарка Якутия и IT-парка Якутия, они могут пользоваться теми плюсами, бонусами, поддержкой специалистов отсюда, из Москвы, и не нужно уезжать из Якутска. Сейчас в фонде Сколково идет разработка нового нормативного акта, регламента по взаимодействию с региональными операторами, и мы рассчитываем, что Якутия в ближайшем времени тоже станет таким региональным оператором фонда Сколково официально, и это повлечет за собой получение налоговых льгот для компании Якутии прямо в Якутии, не уезжая никуда. Если до этого эта ситуация выглядела таким образом, что компании необходимо было регистрироваться в Москве как юридическому лицу, либо переезжать в Москву, то мы рассчитываем, что вот с этого года и под подписанием такого соглашения все якутские компании технологические будут получать нашу поддержку не только сервисов, которые мы до этого оказывали, как я сказал, уже в рамках плана, но и налоговые льготы. Я думаю, что это такая большая и серьезная прибавка.
Еще из интересных событий, которые сегодня планируются, это прямое включение главы республики прямо отсюда в соцсетях. Так что вы можете тоже подключиться к этому интерактиву, задать свой вопрос и услышать ответ. 42 образовательные площадки цифрового и гуманитарного профиля, мобильный технопарк «Кванториум», создание Центра цифрового образования IT-Куб. Эти и другие образовательные площадки, а также меры поддержки и развития системы образования будут созданы в ближайшие годы в республике. Национальный проект образования, как он работает сегодня в Якутии, подробнее об этом готов рассказать мой коллега Дмитрий Тымыров. Он на прямой связи. Дима, тебе слово. Влад, добрый вечер. Сегодня в соответствии с подписанными соглашениями с Министерством просвещения РФ на территории региона реализуются 6 региональных проектов. Современная школа, учитель будущего, молодые профессионалы, успех каждого ребенка, цифровая образовательная среда и поддержка семей, имеющих детей. Проекты реализуются в более 650 образовательных учреждениях. Далее рассмотрим показатели каждого. Благодаря реализации проекта «Современная школа» созданы 54 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций. Также создано более 300 новых учебных мест. По проекту «Учитель будущего». Этот проект направлен на повышение профессионального мастерства молодых специалистов. Сегодня благодаря реализации данного проекта создана единая электронная платформа «Новые возможности» для молодых педагогов Якутии, откуда они могут узнать о предстоящих курсах, о мероприятиях, которые проводятся на территории республики, а также найти нужную информацию для себя. Также созданы личные кабинеты более 15 тысяч педагогов Якутии. Проводятся республиканские конкурсы профмастерства, деловые игры и интеллектуальные мероприятия. Также успешно реализуется проект «Молодые профессионалы». Только за этот год было проведено 27 демонстрационных экзаменов в профессиональных образовательных организациях по стандартам WorldSkills, где 15 из них сдали государственные итоговые аттестации по 8 компетенциям. Также в пилотном режиме в 12 профессиональных образовательных организациях прошли промежуточные аттестации по 9 компетенциям. Всего реализацией данного проекта были охвачены более 500 человек. Успех каждого ребенка – один из ключевых региональных проектов. Так, на сегодня благодаря этому проекту создан Центр развития современных компетенций детей на базе Северо-Восточного федерального университета. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом для 3000 детей в 38 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. В столице республики хорошие показатели по этому проекту отмечены в работе детского кванториума. Именно на базе этой образовательной площадки созданы все условия для развития современного ребенка. Кванториум открылся в рамках регионального и федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта образования. С началом реализации нацпроекта образования вся система образования заметно трансформируется. И мы в 2017 году открыли 9 актуальных современных технологических направлений. С момента открытия мы обучили около 2000 детей с 5 класса по 11 классы по всем этим 9 направлениям. У нас 12 соглашений с бизнес-партнерами, от которых мы получаем кейсы, то есть это задания от них, и мы реализуем от них проекты. Следующий проект, реализация которого показывает хорошие результаты, это цифровая образовательная среда. Именно благодаря этому проекту сегодня многие образовательные организации республики оснащены современными информационными технологиями, что дает возможность успешно вести образовательную программу. И последний проект – поддержка семей, имеющих детей. По проекту за этот год была проделана большая работа. Так были разработаны дополнительные профессиональные программы для специалистов, оказывающих услуги психолога, педагогической, методической и консультативной помощи семьям. Была проделана работа по просветительской поддержке родителей. Всего только за этот год было оказано более 3000 профессиональных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям и опекунам детей, в том числе с привлечением НКО, государственных и муниципальных организаций.
Это лишь часть реализации национального проекта образования. В ближайшем будущем благодаря этому проекту будут созданы ряд образовательных площадок, в том числе 42 центра образования цифрового, гуманитарного профиля, будут обновлены материально-технические базы ряда коррекционных школ, будет создан мобильный технопарк «Фанториум» на базе действующего. Также планируется создать центр цифрового образования IT-Куб в Нюрбинском районе. На этом у меня все. Благодарю тебя, Дмитрий. Мы продолжаем выпуск. Бизнес-инкубатор в Якутске пополняется новыми резидентами. Инкубатор проводит конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений. Что предлагают начинающим предпринимателям и, главное, на каких условиях. Сюжет с Аргаланы Федоровой. Делаю трафарет. Вот такое вот панно на заказ. Он отправится у нас в город Барнаул. Вячеслав с женой под крылом бизнес-инкубатора 4,5 месяца и уже тонут в потоке заказов. Ведут семейный бизнес. Изготавливают сувениры из замши и меха, каркасные куклы, обереги. Изделия нашли своих покупателей и в Европе. Окупаемостью предприниматели довольны. Если, допустим, затраты около 20 тысяч, да, идут, то доход примерно раз в 5 может превышать. За это время, что мы получили от бизнес-инкубатора, это поддержку информационную, прошли всевозможные обучения по продвижению своего бизнеса. Льготная аренда – это очень классно. Офисы в аренду от 3000 рублей в месяц. Мебель, техника, консультации. Бизнес-инкубатор создает все условия для начинающих предпринимателей. Сегодня здесь развиваются 25 резидентов. Анна Махарова шьет детскую одежду. Получила регистрацию своего товарного знака. Изделия продает через магазины-партнеры. Сейчас она вышла на популярный во всем мире интернет-магазин. Интернет-магазин Wildberries. Недавно я сделала свою первую поставку, и вот я жду результата. Я выпустила несколько коллекций. Сейчас все пробно тестирую, разные виды продукции. Летом мы выпускали школьную форму, сейчас работаем над эко-шубками, также выпускали спортивные костюмчики, детские платьюшки. Теперь почувствовать себя участником самых зрелищных спортивных состязаний народа Саха, игры Дыгына может каждый, сыграв в одноименную настольную игру. Настольные игры с национальным колоритом создает Кескил Прудецкий. Сегодня он работает над получением патента. Если все получится, планирует выйти на российский рынок. Резидентами бизнес-инкубатора начинающие предприниматели являются лишь 3 года. 80% выпускников инкубатора остаются на плаву и захватывают рынок. В ближайшие годы этот показатель планируют довести до абсолютного большинства. Аргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В управление Роспотребнадзора в Нерюнгринском районе от предпринимателей поступило более 10 обращений о мошенничестве. Оказалось, что неизвестные лица звонят на телефоны предпринимателей и, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предупреждают о начале проведения неких проверок и необходимости приобретения за деньги книг и документов в помощь прохождения этих проверок. Однако, как известно, какие-либо платные услуги, в том числе на возмездной основе, отдел Роспотребнадзора не ведет. Поэтому данные действия носят исключительно мошеннический характер, и при возникновении подобных ситуаций нужно обращаться в правоохранительные органы для установления виновных и принятия необходимых мер, предусмотренных законом. По плановым проверкам все предприятия, все предприниматели, они заранее уведомляются о том, что в отношении них будет проводиться плановая проверка. Это уведомление, это распоряжение направляется в адрес проверяемого субъекта не позже, чем за 3 дня до начала проведения плановых проверок. В внеплановой проверке также выпускаются приказ или распоряжение руководителя управления Роспотребнадзора, с которым субъект проверяемый знакомится либо за одни сутки до начала проверки, как, например, при проверке предписаний, или во время начала проверки, как, например, это идет по жалобам, которые относятся к санитарно-эпидемиологическому благополучию.
Первый зампред Комитета по экологии Госдумы России Николай Валуев встретился с экологами Якутии. Обсудили вопросы экологического туризма, ограничения строительства на особо охраняемых природных территориях, создание зон абсолютного покоя. Не обошли вниманием и пожары прошлого лета. Как отметил Николай Валуев, по его мнению, половина из них может быть связана с незаконной вырубкой лесов в Сибири. Таким образом, черные лесорубы пытаются скрыть следы занятия незаконной деятельностью. Валуев сообщил, что сейчас в Госдуме готовится масштабный документ, который позволит пересмотреть многие вопросы охраны природы. Вы молодцы, что треть территории отвели под особо охраняемые территории, поэтому я понимаю, что со временем возникнут вопросы, но прямо вот сейчас вряд ли. Недропользователь обязательно придет, что-то захочет разведать, но на особо охраняемых территориях, кстати, некоторые из них будут федеральными, что поможет в их развитии и материально-техническому обеспечению, позволит в этой борьбе выстоять. Танцоры из Якутска и Мирного представят республику на международных соревнованиях по танцевальному спорту Russian Open Championship 2019. За команду республики выступят 7 пар спортсменов. По данным Союза танцевального спорта региона, на прошлой неделе сборная отправилась в Москву и сейчас активно готовится к турниру. Всего на состязания по танцевальному спорту прибудут представители 42 стран мира. 74 региона, всего 6161 пара. Танцоры выступят в 27 дисциплинах во всех возрастных группах. На этом выпуск завершаю. Далее смотрите обзор новостей Алданского района. Слово коллеге Татьяне Вахниной. Здравствуйте! Чуть более недели осталось до завершения прививочной кампании против гриппа. Ежегодно пользу прививки осознают все больше алданцев. Впрочем, противников вакцинации также остается немало. Медработники подчеркивают, не столь страшен грипп, сколь его последствия. Их минимизировать может только прививка. Раздаем согласие, несогласие, и где-то около 50% не согласны. Стоит отметить, что осенью заболеваемость традиционно повышается, и в части случаев проведение вакцинации невозможно по медицинским показаниям. Посвященные так о себе могут сказать первокурсники Алданского медицинского колледжа. На минувшей неделе надевшие белые халаты последователи Гиппократа были посвящены в студенты. В сентябре впервые в медколледж пришли более 100 юношей и девушек. Обучение ведется по фельдшерскому, акушерскому и сестринскому направлениям. Последнее является наиболее массовым. В этом году на сестринское дело был произведен набор на базе 9 классов. Минувшая неделя запомнилась алданцам историческим моментом. В городском сквере отдыха появился верблюжонок. Инсталляция Афанасия Захарова была установлена в рамках первого республиканского фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Арт-объект олицетворяет историю. В 20-х годах прошлого века грузы в Алдан доставлялись на верблюдах. Таким образом, современный верблюжонок является памятником первым алданцам и их верным помощникам. Можно сказать, что он занимает центральное место в городском сквере. Настроение приподнято. Начинается последняя неделя первой учебной четверти. Однако юным журналистам школы с углубленным изучением отдельных предметов не до отдыха. В ноябре школа отметит 25-летний юбилей. И к празднику ребятам необходимо подготовить особенный номер, который станет интересен самому широкому кругу читателей. Интервью, опросы, фоторепортажи, воспоминания. В подготовке выпуска задействованы все корреспонденты. Готовят, во-первых, юбилейный журнал, где будет освещена история нашей школы, начиная от Дома пионеров до современного ее состояния. Центр спортивной подготовки принял оплот лыжного спорта. Порядка 10 команд Дальнего Востока и зарубежья прибыли в Алдан на сборы. Акклиматизация лыжникам не требуется. Немного отдохнув с дороги, они выходят на трассы. К еще не завоеванным высотам спортсмена приближает каждая 100-метровка. Учебные тренировки продлятся до начала ноября. Затем сборные примут участие во всероссийских соревнованиях, первых в наступившем сезоне. Я не побоюсь сказать, но это лучшие условия в мире. Не то, что в России там или где-то, но это лучшие условия в мире на данный момент. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.